Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля песни и танцы Республики Татарстан. В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня мы вас знакомим с заслуженной артисткой Республики Татарстан, солисткой танцевальной группы нашего ансамбля Алией Фасхутдиновой. Здравствуйте! Алия, расскажите о своем творческом пути. Кто повлиял на выбор вашей профессии? Что касается выбора профессии, наверное, это уже пошло с детства. Во-первых, начну с того, что у меня мама танцевала, и танцевала очень хорошо. Танцевала в самодеятельности на тот период. И хотела тоже как-то связать свою жизнь профессионально с танцами. Но получилось так, что она в итоге пошла в медицину, но вот эта любовь к танцу у нее осталась. И, возможно, я думаю, мне это передалось отчасти. А уже конкретно более такой вот, что касается именно выбора профессии, то у меня был такой путь. Я с детства занималась в разных кружках. То есть в этом смысле я очень благодарна своим родителям, что они мне и моей сестренке давали право выбора. Мы пробовали разные кружки, мы посещали разные секции. Я занималась и английским языком, и в художественной школе, и в музыкальной школе. Я даже посещала секцию УШУ, как ни странно, да. То есть везде мы себя пробовали, в том числе и в каких-то таких рукодельных мастерских. В общем, искали себя. И в 6 лет, если говорить уже о моем хореографическом пути, так скажем, да, в 6 лет я пошла в хореографический ансамбль «Ровесники БАМа». На тот период мы с моей семьей жили на Дальнем Востоке, на БАМе. Кто из Советского Союза знает, что такое БАМ, Байкало-Амурская магистраль. Мы жили в городе Тында, и у нас был хореографический образцовый коллектив «Ровесники БАМа». И вот туда я в 6 лет пришла, проверилась. Меня сразу взяли. Я, насколько помню, сейчас я проверялась с узбекским танцем. Мама сшила мне костюм. Вот меня взяли, с тех пор я как-то начала заниматься. У меня получалось. Меня ставили в разные танцы. Но в основном это, конечно, народные, русские были в основном. Вот. Но дальше у меня еще были тоже уже в более старшем возрасте какие-то колебания. В один период я очень хотела быть космонавтом, прямо очень сильно. И я даже вплоть до того, что я думала, что я вырасту, поеду в Москву, поступлю в авиационный институт и оттуда там в космонавтику. И один период у меня еще была очень большая тяга к медицине. Объясню почему. У меня родители врачи. И у нас была дома огромная библиотека медицинских книг. Раньше интернета не было, дети любили книги, да, в основном. И меня очень это все интересовало. И я думала, что мечтала даже где-то, что я, возможно, пойду в медицину. Именно в такую серьезную, знаете, хирургию, там нейрохирургия, кардиохирургия. Я прям этим грезила. Но всегда с этим параллельно шли у меня танцы. То есть я вот как 6 лет начала заниматься, так и продолжала. Потом, когда мы вернулись с БАМа, я закончила еще школу искусств по классу хореографии. И вот там была у меня педагог Султанова Гаделя Маскутовна, которая как-то она мне заикалась вот именно о татарском ансамбле. Где-то у меня там в голове что-то вот это где-то отложилось. Она вот, хотя это было в Башкирии, но она вот мне говорила о татарском ансамбле, где-то вот это у меня в памяти было. Потом я уже поступила в Уфимское хореографическое училище. Вот закончила его и, соответственно, уже дальше пришла сюда.
Как вы пришли в ансамбль? Я пришла в ансамбль в 1999 году после окончания Уфимского хореографического училища. И что касается моего попадания в ансамбль, тоже была такая интересная, мне кажется, даже судьбоносная история. По окончании училища мне очень хотелось сразу же получить еще и высшее образование. Но, к сожалению, в Уфе, откуда я родом, в Академии культуры не было хореографического отделения, но я знала, что в Казани, в нашем институте культуры, оно есть. И я думала, что очень бы было неплохо сразу же получить высшее образование. И когда у нас были государственные экзамены в училище, к нам приехала теперешний главный балетмейстер Камаловского театра Салима Аминова. Она на тот период являлась художественным руководителем вновь созданного, недавно созданного ансамбля «Казань», который сейчас тоже известен, и предложила мне работу в этом коллективе. И мы как-то на семейном совете посовещались и подумали, что очень бы было даже и неплохо здесь учиться и приехать работать. И, собственно говоря, мы с папой приехали сюда с нацелом уже на то, что я буду работать в ансамбле «Казань». Но приехав сюда, у меня тетя, которая здесь уже много лет живет в Казани, говорит: вы слышали о госансамбле, что здесь существует еще госансамбль? И вот тут вот, что я говорила в предыдущем вопросе, на что я отвечала, у меня где-то в голове вот это вот отложилось, что татарский ансамбль, и у меня как будто вот всплыло все это. И я думаю, да, действительно же, и мы с папой нашли номер телефона совершенно вот по этим справочнику, позвонили, и вот совершенно случайно на месте тогда оказалась Райля Мухаммедхановна Гарипова, наш главный балетмейстер, несмотря на то, что весь коллектив уже был в отпуске, и она говорит, я буквально забежала вот на улицу Островского, на наш адрес, где базируется наш ансамбль, буквально на пару часов. Она говорит, все, хорошо, приезжайте. И мы, собственно говоря, с папой, я приехала тогда, мы пришли. Вот, и буквально минут 20, наверное, 15 у нас ушло на то, чтобы она меня посмотрела. И говорит, все, я вас беру, приезжайте. Как я сейчас помню, 11 августа, с начала сезона, когда коллектив как раз выходил с отпуска, и, пожалуйста, приступайте к работе. И, естественно, в НКЦ Казань мне пришлось извиниться и сказать, что, извините, я к вам не приду, я вот выбираю госансамбль. То есть вот эти какие-то моменты, на мой взгляд, судьбоносные, вот они как-то так сложились. И вот с 99-го года я уже работаю здесь, чему очень рада, что я работаю именно здесь, в этом ансамбле. Какая вы в жизни и какая вы на сцене? Что касается вопроса по поводу того, какая я на сцене, я сама себе, наверное, не могу дать такую объективную оценку, во-первых, потому что я человек очень критичный к себе по многим вопросам, и я же не могу видеть себя со сцены, но за что я точно могу сказать, что я стараюсь делать свою работу с любовью. Я стараюсь делать это искренне, я стараюсь это делать с отдачей, со внутренним каким-то своим теплом, которое я чувствую, когда танцую. И, собственно говоря, в жизни я тоже стараюсь быть человеком открытым, человеком таким искренним. Думаю, что, наверное, у меня это получается. Что касается того, какая я вне ансамбля, я абсолютно семейный человек, 100%. То есть помимо семья у меня всегда на первом месте была, есть и будет. Вопросы моей семьи, вопросы моих детей, близких, любимых. Вот. Я люблю домашний уют, я люблю создавать домашний уют, люблю тепло, люблю комфорт, хорошо готовлю, занимаюсь какими-то... Люблю в земле копаться, вот земляные какие-то работы, люблю дачу, люблю природу, люблю просто ходьбу, кататься на велосипеде, какие-то вот эти вот вещи, что касается досуга. Вот как-то так они, наверное, меня формируют как
человека такого, наверное, любящего спокойствия, комфорта и так далее. А дети переняли вашу любовь к танцам? Вы знаете, мои дети танцуют только дома, под ту музыку, которую они любят. Но старшая дочь у меня долгое время занималась в студии Аллы Духовой «Тодес» в Казани, но это для себя. 8 лет занималась, и потом она уже как-то остыла, и сейчас они занимаются другими вещами. И что касается детей, кстати, я хотела сказать, мое вот такое убеждение, что очень важно, чтобы родитель, если он обладает каким-то талантом, он должен понимать, что ребенок – это отдельная личность, отдельный человек, и совсем не обязательно, чтобы он перенял тоже твой талант и дальше продолжал там твою династию, скажем. То есть я как мама, мне важно увидеть личность отдельную. И если у него свои таланты, развивать те таланты, которые у них есть. За что вы любите вашу профессию? Во-первых, моя профессия совсем необычная, да? Во-вторых, моя профессия требует любви к этой профессии, к тому, что ты делаешь. То есть мое твердое убеждение, что в творчестве и в хореографии, и в музыке, вот именно в творческой сфере нельзя находиться людям случайным и людям тем, которые не любят всей душой то, что они делают, потому что это все видно, это потом выходит на сцену, да, человек, видно, кто просто так это делает, видно, кто вкладывает в это свою душу, умение, все. И вообще всегда, я вот еще с детства, да, держу в голове, фраза есть такая знаменитая у Майи Плисецкой о том, что в танце техникой мир покорить, только техникой мир покорить невозможно, что и сегодня, и завтра, и через 100, или через 200 лет танцам нужно будет удивить зрителя, затронуть самые тонкие струны души и заставить зрителя что-то чувствовать. Вот это у меня всегда тоже в голове отложено, да, и то есть не должно быть случайных вот этих вот выходов на сцену, да, все нужно делать с любовью. А что вы посоветуете начинающим танцорам? Так, ну я вот на своем примере немножко хочу сказать, что когда я пришла в ансамбль, у нас был такой костяк, да, исполнителей, которые очень вот щепетильно относились именно к манере исполнения, да, татарского танца, то есть за нюансами вот этими следили, за мелочами, а из мелочей уже складывалась вот эта вот именно манера, да, там поворот головы, как ты держишь юбку, как у тебя рука вытянута, к вот этому очень-очень внимательно относились, и очень хотелось бы мне, чтобы вот это все у нас дальше продолжало сохраняться, понимаете? Чтобы мы вот эту свою изюминку не теряли. И, соответственно, здесь к молодому поколению, наверное, хотелось бы пожелать максимально что-то впитывать от более старших исполнителей, да? Не терять вот эту вот красоту исполнения, женственность. Вот где-то приспущенные глазки, приопущенные, да, глаза, вытянутая рука, все вот это вот складывает вот такую вот как бы цепочку, на мой взгляд. Ну и, соответственно, о чем я уже говорила, конечно, без любви к профессии своей здесь нельзя, на мой взгляд. Если ты любишь то, что ты делаешь, то будет отдача, будет и у тебя, у самой удовлетворение от того, что ты делаешь. И, соответственно, зритель это будет видеть и тебе свою энергию тоже положительно посылать. Спасибо за ваши ответы. Желаем вам успехов. Спасибо, благодарю.